Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Наш телеканал продолжает традиционно освещать деятельность активных, мужественных людей, чьи личности и общественные заслуги служат на пользу всей России. Один из таких людей сегодня в нашей студии. Знакомьтесь, участник СВО, участник регионального фестиваля «Кубок защитников Отечества», специалист по связям Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийское общество глухих Захар Гаврилович Слепцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, совсем скоро, уже 12 июня, мы будем отмечать День России. Вот скажите, пожалуйста, нам очень интересно узнать значение этого праздника для вас лично и вообще для наших подрастающих, можно так сказать. Спорт это, как сказать? Вы правильно? хотите акцентировать внимание больше на спорт? Да. Ну, я считаю, это очень хорошая затея, чтобы привлечь молодежь, чтобы любили спорт. У нас забеги будут, да? Ага. То есть, скажем так, День России мы отметим тем, что мы отпразднуем это с забегом. Да. Да, давайте о забеге, хорошо. Вот, как вы сказали, я работаю в ВОГ, это Всероссийское общество глухих. И там будут участвовать, в этот день будут участвовать мои коллеги в этом забеге. Вот. Многие из моих коллег ездили в Москву, в центр нашей столицы. И вот там тоже участвовали в марафонах, забегах. И вот здесь 12-го тоже будут участвовать. А давайте подробнее немножко о километраже. Что за забег, как будет называться, кто может участвовать? Честно сказать, я не могу точно сказать, сколько будут пробегать и кто будет участвовать. Ну, реклама очень хорошая была, вот многие собираются участвовать, и вот в социальных сетях вот я смотрел, видел. Ну, к сожалению, я сам не собираюсь, у меня сейчас сборы идут, будут соревнования проводиться, джулур. А давайте подробнее о джулур, о ваших сборах. Да, вот 16 июня у нас пройдет в республике джулур. Это паралимпиада инвалидов, ну, людей с ограниченными возможностями. И вот я буду участвовать там в настольном теннисе и пулевая стрельба. А как много участников там, вот интересно? Очень много участников со всех районов, почти только северных нету. Всех вот ближних районов большие команды, в каждом этапе, вот в каждом виде спорта очень много участников, людей, которые уже не первый год участвуют, занимаются этим, вот как-то так. Что для вас спорт? Спорт для меня, ну, не знаю, в первую очередь для меня вот, как сказать? Скорее какая-то мотивация, да? Ну, да, мотивация, ну, жить интересно. Вообще, я люблю вот, двигаться, ходить, общаться. Вообще, человек активный, поэтому для меня спорт вот, такое, как отдых, можно сказать. Хобби. Хобби, да, отдых. И когда здоровый был, занимался вот, бегом, борьбой занимался. Вот. И сейчас вот попал в адаптивный спорт, играю настольный теннис, пулевая стрельба. И в волейбол сидя тоже играл. Ну, сейчас вот начал работать, и по времени, к сожалению, не успеваю на все вот, тренировки. А скажите, как вы пришли к теннису? Теннис, ну, в школьные годы все играли, наверное, теннис. В каждой школе столы стояли. И я занимался борьбой, жил в лицее спортивном, и там тоже стол стоял. И когда свободное время находили, вот, играли в теннис. Вот. Для нас просто провести время, вот, скоротать время. И вот когда попал в адаптивный центр, узнал, что есть вот пода настольный теннис, и решил попробовать. А вот как вы приняли решение участвовать в СВО? К сожалению, я не принимал никакого решения, я попал в частичную мобилизацию, да.
А расскажите, как прошла ваша служба? В каких войсках вы служили? Я попал в 64-ю мотострелковую гвардейскую бригаду, это город Хабаровск, в 22 году. И попал в бронегруппу, был командиром боевой машины, потом первый взвод тоже командиром отделения был, и вместо взводника тоже работал. Ну, в целом, как сказать, нормально. Делал то, что от меня требовалось, я делал. Я вот выкладывался, ни от чего не бегал, не отказывался, все выполнял все поставленные задачи. Ну и после ранения вы, когда вы уже вернулись вот, в мирную жизнь, как вам вообще удалось адаптироваться? Ну, врать не буду. Первое время было тяжело привыкнуть к повседневной жизни. Человек очень быстро, оказывается, отвыкает от гражданской жизни, так скажем, от повседневной суеты, рутины. Допустим, у кого-то вот сегодня мне куда-то надо, я тороплюсь, это я видел, не видел, и ты вот не понимаешь этого человека, ты можешь сказать, не слушаешь, не понимаешь, потому что у тебя мыслями, душой ты все равно там остаешься. Да, и первое время, вот, честно говоря, было тяжело, трудно, но, к счастью, к моему счастью, у меня рядом со мной была всегда моя жена. Она меня поддерживала, помогала, всегда вот рядом. И как-то мне проще было. Вы оптимист, да? Вы занимаетесь 3 видами спорта. Ну, можно и так сказать. Ну, вот спорт, кстати, тоже вот это очень помогает быстро адаптироваться в повседневной жизни, вот гражданские, узнать что-то новое для себя, узнать про себя что-то новое. Вот многие думают, я потерял ногу, руку, я больше не смогу, я уже не сделаю. Ну, как я ранее говорил, есть люди, которые давно уже, вот кто-то родился, кто-то в молодости травму получил, и они вот давно занимаются адаптивным спортом. И это очень сильные люди. Мне предлагали, я год отказывался, потому что, ну, вот, как говорил, трудно было привыкнуть. Отказывался, потом решил, ну, можно попробовать, да, посмотреть хотя бы, что есть там. И я вот пришел, увидел людей, которые давно этим занимаются, и вдохновился. Вот. Если они могут, я точно смогу. Вот. Почему-то такое возникло, значит, и я смогу. Да, ну это вдохновляет реально. Да. Так, ну что ж, вы также еще являетесь участником регионального фестиваля «Кубок защитников Отечества». Вот поподробнее об этом фестивале. Да, вот в мае, в конце мая, в середине мая прошел вот Кубок защитника. Я там по пулевой стрельбе первое место занял и по настольному теннису. Уже третий раз проводится. С каждым разом участников становится больше. Ну, третий, кстати, прошел, мне кажется, раньше, чем планировал. В прошлом году в конце мая было, если не ошибаюсь. Там было участников побольше, а в этом году сделали пораньше. Почему-то я не знаю. Очень много ребят были в районах, у нас переправа еще тогда не открылась, и сезон охоты был. И очень много ребят, к сожалению, не смогли. Да, я вот рассказал им, вот пройдет такое вот соревнование, они хотели, ну вот, извини, вот не можем, дороги нету или на охоту, сезон охоты. И вот этот момент как-то надо отрегулировать, чтобы в дальнейшем было больше участников, чтобы больше соревновательных. Но тем не менее участники были, и вот каковы их результаты? Да, участников немало было. Хорошие, все призовые места все заняли почти вот в каждом виде. У некоторых даже по
по 2 медали. Участникам всем понравилось, ребятами со всеми общался. Многие уже тоже, как я, не первый год участвуют. И были те, кто первый раз пришли попробовать себя. Им понравилось, все вот сказали, будем тренироваться, заниматься и придем в следующем году еще поучаствуем. Ну, это здорово. А вот если вот так в общем посмотреть, да, вот какие еще виды спорта очень популярны вот, и у участников СВО? Ну, большинство ребят склоняются к пулевой стрельбе. Полевой стрельбе. Да, пулевой стрельбе очень мало ребят вот подтягиваются к настольному теннису, хотя да, многие говорят, что играли и в школьные годы, многие даже говорят занимались, ну почему-то не так, как сказать, модно, да, тут. Не так популярно. Да, не так популярно. Волейбол сидя. И очень популярна стрельба из лука. Да, очень многие стреляют из лука. Вот, многим понравилось. И в этом прошлом году вот мы в Сахалине ездили, получается, новый вид, категория метания ножа. Да, появилась, и многим это понравилось. И Все как охотники, мне кажется, да? Да, вот, да, у нас такое вообще вот метать, стрелять, такое вот популярное. Ну и хотелось бы, конечно, услышать о вашем опыте работы специалиста по связи. Врать не буду, я начинающий работник, прямо большого такого пока опыта нету, только начинаю работать, учусь, знакомлюсь с людьми и вникаю в свою работу в каждый день. Каждый вот 5 дней недели работаю и пытаюсь что-то новое для себя узнать. Сейчас вот учу русский жестовый язык. Вот, как-то так. Ну что ж, спасибо вам большое, Захар Горыныч, то, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.